Как правильно болеть? Как правильно болеть маленьким детям? Это интересно. Это действительно очень интересная тема, потому что обычные люди, как правило, не знают, доверяют педиатрам. Мгм. Педиатры могут ошибаться, да, и дальше это все может иметь Более последствия, тяжелые последствия. накапливаемые, да, просто в виде хронических заболеваний. Мгм. Значит, возьмем для примера обычную простуду, Мгм. которая возникла в результате, допустим, переохлаждения. Мгм. На самом первом этапе у нас будет холод, который заходит в организм. Мгм. Организм дает гипертрофированную реакцию на него, и возникает жар. В тибетской медицине этот тип жара называется незрелым жаром. Температура при нем будет не очень высокая, Мгм. но она будет расти. Его отличительными признаками будет озноб, дрожь, Мгм. холодные руки-ноги Мгм. могут быть, рост температуры, собственно говоря. Ребенок будет вялый, будет потеря аппетита, будет потеря активности. Многие мамы знают эти признаки конечно. простуды. Ну да. Значит, дальше. Через какое-то время жар накапливается, и он развивается. Он переходит во вторую стадию, он называется развитой жар. В этой стадии он может держаться достаточно долго, несколько дней, в зависимости от того, как быстро организм сможет справиться с этим Мгм. жаром. То есть у него уже опыт борьбы с ним, Мгм. да, или это там, допустим, первая простуда. И вообще, насколько крепкий организм, да, насколько у него много сил тела, которые благодаря правильному питанию возникают. Мгм. Да. Вот. Допустим, возьмем среднестатистический какой-то случай, крепкий ребенок, да, и он довольно быстро справляется с этим развитым жаром. Допустим, он держится там 2 дня, Мгм. да, развитой жар. Организм побеждает его, и дальше он выводится, да, с помощью потения, да, через мочу. Жар выводится из организма, вот, и температура тела падает, жар переходит в третью стадию. Мгм. Он называется, есть специальный термин для него, жар между горой и степью. В этой стадии что происходит? Жар смешивается с одной из дож, Мгм. которая есть в организме. Как правило, с ведущей дошей, то есть со слизью, с ветром или с желчью. Он присоединяется к ним, будут проявлены признаки этого смешения. В этот момент этот период может быть очень коротким, Мгм. то есть он может длиться там несколько часов, а может длиться несколько дней, в зависимости от того, к чему присоединится ветер, там, присоединится жар к ветру или к слизи. И дальше жар полностью уходит, все, его нет. Мгм. Вот таков цикл, То есть собственно говоря, таков температуры, цикл. соответственно, нет. Температуры может не быть уже на стадии жара между горами и степью. Мгм. Теперь основные ошибки в лечении простуды и что правильно делать. Первую ошибку, которую можно сделать, это гасить температуру на стадии незрелого жара. То есть, когда она начинает повышаться, давать жаропонижающие. Мгм. Этого делать нельзя. Последствием приема жаропонижающих на этой стадии будет переход жара в иные, кроме как вышеперечисленных, формы. Мгм. Жар может смешаться с любой силой тела, с любой тканью тела или с любой дошей. Он может перейти в хроническую стадию и долго вредить телу. Это вот что делают жаропонижающие на первой стадии. Не зря педиатры рекомендуют не сбивать температуру до того, как она повысится до 38,5 градусов.
Я знаю родителей, которые не сбивают температуру там, до 40 градусов и выше. Правильно это делать или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Надо смотреть на ребенка, насколько у него много сил тела, насколько он крепкий и насколько он может выдержать такую высокую температуру. Она опасна тем, что у ребенка может сформироваться судорожная вот это вот, ну то есть судороги могут быть, грубо говоря. Вот в этом смысле, если есть какие-то подозрения, что такое может быть, конечно, надо снижать температуру. Вот, в том числе жаропонижающими надо снижать. Аптечными я имею в виду, то есть если она не снижается тибетскими лекарствами, о которых мы поговорим чуть позже. Итак, жар перешел в стадию развитого жара, то есть высокая температура, да, тело полностью горячее, горячие руки и ноги, да, там слабость, жажда может быть, ребенок лежит, да, он неактивный, он лежит на руках, там, ему плохо. Если есть необходимость, то есть если температура высокая, ее можно и нужно снижать. Важно, чтобы ребенок пропотел. С потом жар выходит из тела. Важно достаточно давать пить, да, чтобы с мочой часть жара тоже выходила. И чтобы восстанавливалась вода в теле, чтобы она помогала бороться с жаром. И в третьей стадии, когда развитой жар уже уменьшился, да, температура спала, и вот у нас настал момент, когда жар переходит вот в эту стадию между горами и степью. Что она означает? Почему у нее такое название? Она означает то, что если в этот момент мы будем себя неправильно вести, может произойти ровно то же самое, что происходит при даче сильных жаропонижающих в первой стадии. То есть жар может присоединиться к другой доше или к какой-то из сил тела, допустим, к так называемой чусер, то, что у нас переводят как лимфа, да, и может начать вредить телу, перейти в старую форму и так далее и тому подобное. Остатки вот этого вот жара, который был, надо выводить еще некоторое время из организма. Значит, теперь как правильно лечить это все дело? Вот мы для лечения, мы пользуемся самым простым методом, который доступен нам. Нам доступны тибетские лекарства, поэтому мы ими пользуемся. Значит, сейчас я расскажу, из чего они состоят, потому что можно использовать некоторые компоненты из них, чтобы, допустим, лечить дома, если нет доступа к тибетской аптеке. Значит, в начальной стадии простуды надо помочь жару перейти в развитую форму. Его нельзя гасить, надо его созревать, этот жар. Да? Значит, укутать, горячее питье, согреть руки-ноги. Да? И, в общем, если нет лекарств, не трогать, то есть не давать жаропонижающие. Жар сам созреет, то есть ему не надо мешать, надо немножко помочь. Теплая одежда, укутать, покой, питье. Жар созрел. Да? Значит, мы даем отвары, вот, допустим, нашему маленькому ребенку, мы давали отвары, у него не так было много раз, когда он болел, вот, но мы давали лекарства, которые помогают жар доводить до стадии созревания. Они на основе, в том числе туда входит, допустим, малинник, то есть ветки малины, как вот активное действующее вещество. Также туда входит дивисил высокий. Малину можно собрать самому, дивисил высокий продается в аптеках. Это то, что будет помогать доводить жар до созревания. В наших лекарствах более сложная рецептура, но и это тоже поможет, то, что вот я называю.
если нету доступа к веткам малины, можно использовать малиновое варенье. Это известный рецепт. Ну да, да. Вот. Им всем пользуются и не зря. Потому что... Да, народный. Да, потому что там есть два действующих компонента. Сахар и сама малина. Сахар в данном случае будет немножко охлаждать, и он будет помогать снижать жар. А малина, собственно говоря, доводит, малина, плоды малины в более слабой форме, нежели чем вот древесина, да, ветки, в смысле, помогает доводить жар до созревания. То же самое, ту же самую малину можно использовать и на стадии развитого жара. Потому что важно, чтобы он как можно быстрее вышел из тела, да, чтобы вот, он сделал свое дело, сделал свою работу и просто закончился. Вот. На стадии развитого жара, если страшно, даем жаропонижающее, вот, мы даем своему ребенку отвар. И, в общем, собственно говоря, мы рекомендуем давать противопростудные вот эти вот отвары, которые созревают и выводят жар. Если есть какие-то параллельные симптомы, типа там боль в горле, да, или там головная боль, вот, то есть лекарства, которые с этим работают. На стадии, на третьей стадии, вот когда вот этот остаточный жар еще остается, многие родители думают, что уже все закончилось, да, что все, ребенок выздоровел, все хорошо. На самом деле очень важно долечиваться, потому что если не долечиться, то жар может перейти в хроническую форму, и он потом будет вредить при каждой простуде или при каждом воспалении. Если он где-то задержится в каком-то органе, но он будет ослаблен. Если есть, допустим, какая-то врожденная слабость, пусть небольшая, какого-то органа, да, или системы тела, то жар придет туда. Он любит слабости, ходить по слабости. Ну вот он придет, так может быть, да. Он придет туда, он там останется, и он может вызывать воспаление, в том числе хроническое. На стадии, вот этой третьей стадии жара, важно долечивать, важно выводить жар, даже если нет его признаков. Вот, допустим, мы рекомендуем, мы своему ребенку тоже даем отвар. Он очень похож с первым отваром, но в нем есть 3 дополнительные компонента, которые можно купить в, допустим, аюрведическом магазине. Это так называемая трифола, 3 плода. Это эмблика лекарственная, мирабалан хебула и мирабалан белерический. Ару, бару, журу. Это 3 кита тибетской медицины. И аюрведы, впрочем, тоже. Эти лекарства уравновешивают доши. Вот. И они будут помогать в сочетании, допустим, с малиной и с девисилом высоким, они будут помогать мягко выводить остатки жара. Это надо применять в течение 3-5 дней после окончания, то есть после того, как температура закончилась, грубо говоря, чтобы не было рецидива. Еще очень важно не мыться во время это многие знают. Можно немножко известный такое. Да. Можно немножко обтираться холодной, да, обтираться прохладной, допустим, водой. Вот это помогает снимать температуру, там, зону головы, допустим, обтирать. Вот. Но особенно плохо помыться в конце болезни, помыть ребенка, потому что это поднимет ветер, и жар поднимется обратно. Вот. Поэтому важно потерпеть до конца. Вот. Что касается питания во время простуды, это легкая, легко перевариваемая пища. Действительно, бульончики вот куриные, бульоны, к этому относятся мясные бульоны, куриные прекрасно, говяжьи тоже хорошо. Каши
с малым количеством молока, Мгм. там с небольшим добавлением, допустим, сливочного масла. Овощи приготовленные, вот, да. Молоко действительно полезно и помогает при простуде. Что оно делает? Оно возвращает на место душу слизи. Мгм. Она приходит в движение, она выходит из своего места, когда жар поражает верхнюю часть тела. И ее важно вернуть, потому что она будет балансировать жар. Ее важно вернуть на свое место, поэтому пьют молоко, и поэтому оно помогает, собственно говоря.